Спонсор передачи «Город женщин» – торгово-производственная компания «Камелек». Добрый день, дорогие телезрители! И как всегда, среда, время 12:30, и в прямом эфире программа «Город женщин». И в этом городе женщин сегодня я, Дарья Анкехова, и мои любимые соведущие Мария Куницкая, эксперт в мире моды и креатива, а также Анастасия Кондакова, преподаватель английского языка. Привет! Привет! Ну что, дорогие телезрители, сегодня мы говорим на очень интересную тему. Вообще нам, девушкам, свойственны постоянные изменения. Будь то смена настроения, то мы плачем, то мы смеемся. Будь то постоянная смена имиджа. Мы все время ищем что-то новенькое, да? Мы меняем цвет волос, мы стараемся изменить свой внешний вид, да? Порой мы даже кардинально меняем свой стиль. В общем, девочки, мне кажется, что мы постоянно живем в мире преображений. Да, ну, Даша, несмотря ни на что, вот эти все преображения, которые мы можем к себе применить, они требуют желания, в первую очередь, усердия и терпения. Это обязательно. Ты согласна, Настя? Да, я согласна. И зачастую женщина находит изменения в изучении чего-то нового и в общении с новыми людьми. Тем самым меняются внутренние установки человека. Ну, в общем, я как понимаю, мы сегодня говорим об изменениях, преображении, и еще можно назвать таким мудрым и умным словом метаморфозы. Ну что, поехали? Ну и как всегда, начнем мы наш эфир с моей любимой рубрики «Лайфхаки от Маши». Вот могу ошибаться, но, по-моему, Коко Шанель сказала, если вы хотите что-то в себе изменить, и вам надоела жизнь, либо поменяете перчатку и сумку, либо смените прическу. Ну, третье я не буду говорить, потому что это не очень уместно здесь, на данном эфире. Но, в общем, мы начнем, давайте, с сумки или перчаток. Перчатки мы не будем менять. Мы Нет, сегодня... мы уже сменили перчатки на варежки. Мы сменили уже, мы будем менять сумку. Грядет Новый год, какие-то праздники, корпоративы, нам обязательно понадобится маленькая сумочка. И вот мудрые японцы еще 2000 лет назад придумали такую интересную сумочку. У них очень же забавные слова, и вообще японский язык, он очень интересный, там столько словосочетаний необычных. Значит, называется, вообще истоки этой сумочки берут, такая, значит, у них есть завязка из платка фурошики. Это, значит, платок обычный шелковый, он собирается в маленький кулечек, в него можно положить все. Говорят, японцы в нем носят и духи, и даже тумбочки. То есть вот до такой степени, если платок большой, можно там и диван нести. И причем все это делают женщины. И вот, исходя из такого образа, платочек, связанный в узелочек, они амияги придумали сумочку, которая называется японский узелок. Выглядит она, вот выкройка выглядит вот таким образом, очень простая. И если ее менять размер, то есть можно ее делать от гигантских размеров. Студенты японские очень часто ходят, называется японский рюкзачок еще. Но вот мы будем делать что-то наподобие клатча. Его можно будет использовать под Новый год и просто чтобы сложить туда, выходя на улицу, и детям, и девочкам. Ну, в основном, конечно, это женщины используют. И хочу, значит, сначала познакомить вас с методом построения этой сумочки маленькой. Она очень проста. Традиционно вот этот японский узелок амияги делается закругленными концами. Часто делают еще донышко, как бутылочка. Но в основном вот он такой вот вид. Как будто вот платочек завязали и сложили. Нам понадобится выкройка все-таки. Лучше взять какую-то бумагу. И чтобы построить, значит, необходимо в среднем квадрат где-то 40 на 40. То есть такой листочек бумажки. Достаточно миниатюрная сумочка. Да, она будет очень маленькая, очень изящная. И мы, значит, начинаем, то есть вы строите квадрат 40 на 40 и откладываете по вертикали, откладываете как раз-таки вот от центра, находим центр, делим пополам на 20 сантиметров, откладываем в каждую сторону по 15 сантиметров. У нас получается вот эта горизонталь 30 сантиметров.
А материал из чего он можно сделать? Вот, Настя, хорошо ты это спросила, а то я могла бы забыть. Его шьют из кожи, его шьют из ситца. И, как правило, японцы, вот мне что нравится, они используют двустороннюю материалы. Ну, то есть, Да. чтобы можно было вывернуть. Да, чтобы можно было Достаточно вывернуть практично. наизнанку, да, очень практичный народ. Пришла, значит, на праздник с кожаной сумочкой, пошла в уборную, перевернула и вышла с блестящей сумочкой. Больше да? того, у японцев даже есть такая шутка, ну вот по поводу, больше это про фурушики, у них есть, значит, фурушики хранятся, и ямияги хранятся в каждой семье, на полке обязательно они есть. И вот как удобно вору. Он придет, откроет тумбочку, найдет там японский узелочек, сложит все и выйдет из дома с сумкой хозяина. Ну, у них такой юмор японский. Ну, отлично, мы делаем выкройку. Машенька, еще раз Значит, покажи. основная у нас горизонталь 30 сантиметров. Откладываем по центру, делим, значит, это такой крестик строим, 22 сантиметра откладываем. Вот я на камеру буду делать, чтобы видно было. Потом делим пополам каждый отрезок. У нас получается 7,5 сантиметров, 7,5 сантиметров. И строим вертикали. Вертикали. У нас получается вот такой разделенный лист бумаги на 4 части одинаковых. Откладываем вот на этих линиях по 4 сантиметра. 8. И откладываем прямые линии. Это у нас будут лямки. Лямки 8 сантиметров. 8, 8, 8. 8, 8, 8. И здесь, соответственно, по 8 сантиметров. Вот у нас получается высота сумки, глубина ее 22 сантиметра, ширина 30. Здесь получается 39 сантиметров, то есть почти 40. А здесь получается значит, 32 сантиметра. 32, 39, 30. Ну, теперь остается только выкроить. Отлично. Ну, то есть, Вот вот такая. так, самое главное, грамотно сделать заготовочку. Все верно? Одна лямка должна быть длиннее. Потом Всё. увидите, что с ней Отлично. Все это ты переносишь теперь на материал. произойдет. На материал я возьму Ну, черный. Сейчас, секунду, Даша. И вот думала розовый взять, но возьму все-таки зелененький. Я вот сейчас выкрою и приступлю к работе. Отлично. Ну что, готовую сумочку мы увидим обязательно в конце нашего эфира. Ну а сейчас, девочки, вот когда я готовилась к этому эфиру, я задумалась о том, как часто человек меняется от того, что он говорит. Вот порой бывает так, да, что ты смотришь на человека, создается один образ. Но как только он начинает излагать свои мысли, то есть, ну, если в простонародье сказать, как только он открывает рот, образ может кардинально поменяться. И самое главное, конечно, то, о чем он говорит. И сегодня в нашей студии мы пригласили в нашу студию потрясающую девушку, чей голос знают многие радиослушатели, а ее речь может достучаться до сердца многих радиослушателей. И давайте знакомиться. Девочки, приглашаем в нашу студию Марию Славскую, известную всем радиоведущую. Здравствуй, Мария! Здравствуйте. Приветствуем тебя в городе женщин. Итак, Здравствуйте. добрый день. Ну, во-первых, мы, конечно, приветствуем тебя в нашем городе женщин. Очень приятно стать участницей такой замечательной программы. Ну, Маш, ну расскажи, ты, как никто другой, должна и просто обязана знать, насколько важно вообще девушке, да даже не девушке, а вообще просто человеку владеть своей речью. А вот вы как думаете? Хитрая. Да, Вопросом вопросом на на вопрос. вопрос, да? Нет, я уже знаю, конечно, что вы про себя ответили и что бы вы сказали мне. Безусловно, согласилась бы, речь очень важна для человека, то есть для ребенка, для взрослого человека, ну и прежде всего для женщины. Мгм. Так как мы находимся на такой передаче, да? Мгм. Почему? Ну, потому что женщина у нас всегда же ассоциируется, не у нас, а у всех. всех, да, у всех. Женщина ассоциируется с чем-то прекрасным, с чем-то утонченным, изысканным, грациозным. То есть все ожидают от нее и такой же и речи. Вот, и как вы правильно уже заметили, если видишь красивую оболочку, картинку, обертку, когда вот эта картинка начинает говорить, очень часто такое происходит на конкурсах красоты. О, да! Да, такое бывает. Сейчас WhatsApp полный. Вот. И это очень важно, о чем ты говоришь и как ты говоришь. То есть дикция, она должна быть ну, хорошей, хотя бы
хотя бы хорошей, четкой, понятной. Потому что нам же очень нравится слушать людей интересных, которые красиво выражаются, которые красиво говорят, Да. и которые говорят понятно, а не проглатывают слова. Маша, И а буквы. вообще вот чем в жизни, вот мы сказали радиоведущая, а что конкретно, вот на каком радио, где ты вот вообще Ага. обитаешь? Ну, на одном, скажем так, из... да, это же реклама. Да. на Из самом Это деле. самых да. популярных, Да. да? одна Как из вообще самых ты стала популярных. радиоведущей? И как давно? Вообще, начнем с того, что я слушала эту радиостанцию всю свою жизнь. Вот как только она появилась, даже пока еще она и не появилась, я уже была готова ее слушать. И потом как-то решилась, увидела на объявление, требуется радиоведущий. Думала, ну а чем я хуже? Голос есть, разговариваю четко, дикция вроде бы относительно поставлена. Да. Думаю, была не была. Заполнила резюме и отправилась. Ну вот так вот и получилось у меня. И как давно ты уже на радиостанции? Ну вот в июне будет 4-й год. Я Браво. уже, да. А Маш, ты ну можешь, вот- пожалуйста, нам рассказать про свой самый первый эфир, как он прошел? Ой. Об этом я могу говорить часами, наверное, передачи не хватит, потому что первый мой эфир был ночным, с 12 ночи до 6 утра. Я думала, не дай бог я засну, не дай бог это, не дай бог то. И как же вообще все это должно происходить, как же я успею? Нужно Потому что же там- бодрым быть, да, в это Нужно время? быть бодрым, я пила кофе, я поспала перед эфиром. Затем я готовилась по регламенту, потому что там есть такое понятие, как подводки, вы сами понимаете, да, прекрасно, интро, аутро. И подводки, они тоже регламентированы. На 13 секунд ты должен успеть выразить свою грамотную, логически выстроенную мысль. Мгм. То есть и неподготовленному человеку, который стажер, да, в первый раз выходит в эфир, это очень сложно. Конечно. Но я когда отвела свой первый эфир, у меня целая пачка была вот исписанных бумажек, на которые я записывала свои мысли. Но поначалу, конечно, это все пишешь, читаешь, и не дай бог ты ошибешься. Нет. Но сейчас у меня за 4 года накопилась уже достойная такая вот... То есть у тебя есть подводка к любой теме и уже, наверное, Практически заучена. да. А вот получается, за 13 секунд надо быстро уложиться. То есть надо говорить как Кадиллаки, да? Практически, да, практически. Сейчас сама себя поправила. Да, вот бывает такое, что нужно сказать необходимо очень важную информацию, а время у тебя заканчивается, а ты еще не закончил. Ну, естественно, тут приходится очень сильно ускоряться. Но Ну вот да. нам примерно так же быстро нужно подвести этот разговор к концу, ну, как к небольшой паузе, потому что у нас рекламная пауза. Оставайтесь с нами, все самое интересное впереди. Итак, мы продолжаем прямой эфир программы «Город женщины». Сегодня у нас в гостях радиоведущая Мария Славская. Ну и до ухода на рекламу мы поговорили о том, как же Мария попала в этот мир, да, радио, как она работает. И у меня созрел следующий вопрос. Вот, все-таки мы работаем в одной сфере, да, Да. средства массовой информации. Но мы, телеведущие, зачастую, да, можем немножечко как бы скрасить, да, свою речь, где-то улыбнуться, Где-то рукой помахать. помахать, где-то походить, да, где-то отвернуться, сделать вид, что якобы, да, мы немножечко, не в теме, да, если бы, то есть мы можем немножечко завуалировать свою речь, мы используем жестикуляцию, да, то есть мы, вот, допустим, Настя смотрит на меня, головой кивает, Да. а ты работаешь на радио, то есть у тебя работа, мне кажется, немножечко сложнее, потому что ты не можешь позволить себе некие моменты, да, ты не можешь передать эмоции, так как тебя только слышно. Как ты с этим Вот, справляешься? Кстати, это очень хороший вопрос. Я так его ждала, На самом деле, у радиоведущего инструмент – это только голос. Да. И от твоего голоса, от твоей интонации, от твоей дикции зависит, каким тебя представит твой радиослушатель. Ну и, конечно, от имени, от псевдонима твоего. Но вот прежде всего, конечно, голос. И интонация. Интонацией мы очень часто пользуемся. Если времени много, допустим, подводка очень короткая, то можно сделать какие-нибудь театральные паузы. Но тут тоже нужно быть немного актером. Поэтому Ну и не скорее зря всего же, ты да. так же, да, наверное, и жестикулируешь, и всё просто- Жестикуляция – это обязательно. Я улыбаюсь.
Потому что улыбку через микрофон всегда слышно. Если человек сидит с понурой головой, то понятно, что он какой-то серьезный, какой-то не в настроении. А когда ты немножечко натянешь вот так, и даже по телефону, когда разговариваешь, если хочется тебе показаться более приятным, расположить человека к себе, то немножечко нужно. Да, улыбаться в принципе нужно всегда, да. А вот так вот, чтобы в привычку вошло. Улыбочки. Маша, скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какие-то техники или упражнения, которые помогают совершенствовать речь? Безусловно, конечно. Мне как радиоведущий, да и в принципе не только как радиоведущий, я больше развиваю свою речь, свою дикцию для себя, потому что в планах, в мечтах, не в планах, в мечтах, я бы хотела стать актрисой дубляжа. То есть озвучивать, к примеру, почему бы не Скарлетт Йоханссон своим голосом? Почему бы и нет, А да? почему бы и нет? И для Да. этого что же ты делаешь? Поделись своими секретами. Я читаю скороговорки. Браво. Вот это детская школьная забава, да, еще с начальных классов, на которую особо никто не обращает внимания, все забывают про это. Но я вот как-то недавно подняла эту тему для себя. И, для того, чтобы более четче звучать в эфире в своем, я думаю, надо бы мне заняться, попробовать. И вот, знаете, наверняка среди сферы СМИ, как телевидение, так и радиовещание, ходит вот эта легендарная скороговорка «Лигурия», которая длинная, длиннющая, да. Нет, я, наверное, не буду ее сейчас всю полностью зачитывать. Хотя бы начни. Да. Намелима лениво, налима лови. Ой, нет, это не та. Это я точно забыла, да. Лигурия. Там про регулировщика. Да. В четверг, 4 числа, в 4:04 часа лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии. Но 33 корабля лавировали, да так и не вылавировали. А потом протокол он запротоколировал, как интервьюируемый лигурийский регулировщик речисто да нечисто рапортовал, да не дорапортовал, да рапортовался про размокропогодившуюся погоду, что дабы инцидент не стал претендентом в судебный прецедент, лигурийский, и так далее. Здорово! У меня пропал дар речи. Я попыталась запомнить хотя бы пару фраз, но, к сожалению. Машенька, еще что? Учим скороговорки, еще пару, пожалуйста. Еще необходимо, советов. не только для дикции, а для развития самой речи, чтобы другим людям с тобой было интересно разговаривать. Это прежде всего нужно читать книги. Конечно. Читаем книги, Читаешь книги, да. Для себя можно завести даже тетрадку. Вычленять оттуда какие-то интересные слова, да, речевые обороты, фразы, записывать это все в тетрадку, а потом в жизни уже использовать, в обиходе своей речи. Маша, Это и вопрос на самому засыпку. интересно. Последняя книга, которую прочитала. Последняя книга. Я еще не дочитала, но я читаю сейчас Кинга «Зеленая миля». Все, спасибо большое. Я так давно читаю долго, но все-таки я ее добью. Мария, спасибо большое. Мы желаем тебе успехов на работе. И, конечно, дай бог, чтобы ты достигла своей той заветной мечты. Спасибо. Я бы хотела, в свою очередь, пожелать радиослушателям, телезрительницам прекрасным. Верьте в себя всегда, дорогие. Если вам кажется, что вы чего-то хотите, и у вас это получится, делайте, и это у вас обязательно получится. Спасибо большое. Ну что, а сейчас самое время перейти к нашей любимой рубрике Love Story. Они вместе 35 лет. У них двое прекрасных, талантливых сыновей. Семья Егоровых вместе и на сцене. Для многих они являются примером настоящей любви. Послушать опытную пару всегда полезно, потому что их советы действительно могут помочь. Внимание на экран. Спонсор рубрики «История любви» – компания «Металлторг». Помогаем строить счастье. Сегодня мы в гостях у одной из самых любимых и самых талантливых пар Якутии, у Алексея и Екатерины Егоровых. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как начиналась ваша история любви? С мамой мы смотрели телевизор, а там показывают концерт агитбригады Чурчинского Луся. Я смотрю, вышла такая девушка и начала петь. Так, мне как-то, может, это судьба, да? Как-то мне ёкнуло. И смотрю, потом говорю маме, вот эта девушка станет моей женой. Мама говорит, ну, да, хорошая девушка. Ну, потом это я совсем позабыл. Ну, нас связала Москва. Да.
творческая мастерская эстрадное искусство. Потом, когда мы уже поженились, Катя как-то рассказывала мне. Нет, я показывала тебе альбом. Альбом Да, показывала. мой альбом такой. И там как раз вот, когда вот на телевидении нас снимали, Ага, да. фотография моя туда. И он так удивился, оказывается, это я. Оказывается, тебя показывали. Я же эту девушку сказала, маме говорю. Ничего себе! Когда мы начали только петь дуэтом, да, меня всегда критиковали. В смысле, что я слишком холодный, я не обращаю внимания на жесты, на мимику Екатерины, которую она выражает на сцене. Ну, мне так не казалось. Ну, может быть, это просто наша национальная черта мужчин якутских. И сейчас я так тоже не очень там двигаюсь, там что-то там показываю, да, ну, как есть, так есть. А как проходит воспитание детей вот в творческой семье? Они родились в творческой семье, оба наши сына, да? Я не И они за кулисами были. везде, ну, когда мы в городе выступали, мы с собой брали, и они находились всегда за кулисой. Иногда выбегали на сцену, когда мы пели. Пели, стреляли. Смотрим, зал смеется. Что такое, стоим, не можем обернуться, а там старший сын. И они знали весь наш репертуар. И уже с 3-4 лет я аккомпанировал на фортепиано, и они пели. Они пели, да. Вот вы столько лет вместе и наверняка можете ответить на вопрос, что все-таки главное в семейных отношениях, чтобы получился такой крепкий союз? Но Уважение друг к другу, возвышение друг друга как-то вот на пьедестал. У нас папа все может, например, у нас так. ну, что можно сказать, да, молодым? Я думаю, надо быть более уступчивым, наверное, друг к другу, да? Да. Ага. И женщина всегда мудрее мужчины. Вот они проживут, да, долго, и поймут, что мудрость женщины спасет мир, спасет семью. А сейчас мы с вами поиграем в нашу традиционную игру. Одновременно отвечайте на вопросы, переворачивайте, и мы увидим, насколько хорошо вы знаете друг друга. Любимый писатель вашего мужа? Помните или не помните? Помню, конечно. Так, 1, 2, 3. врачем Ого. точно. Шукшин. Ну вот. Я же знаю, что это. Правильный ответ есть совпадение. Следующий вопрос. Кем хотела стать в детстве ваша жена? 1, 2, 3. Ну-ка, что там? Господи, я хотела написать. Я хотела написать, но подумала, господи. Ты же мне всегда... Она вот всегда возилась с детьми. Всю- Да это- ладно. Но это была моя профессия, между прочим. Эй, Ну, следующий. В каком городе вы бы хотели побывать? показываем, да? Раз, два. Эй! Ну, На этот раз совпало. это город- Это город нашей молодости. А сейчас мы вам хотим подарить сертификат от спонсора нашей рубрики компании Металлторг на приобретение товаров для дома. Металлторг. Очень здорово, да? Очень здорово. ага. Мы как раз строим дом, и нам очень это пригодится. Спасибо, Металлторг. Спасибо огромное вашей семье за такое замечательное интервью. А с вами, дорогие телезрители, мы встретимся уже на следующей неделе в этой же рубрике. Замечательная love story про восхитительную семью Егоровых. Ну, а мы, город женщин, от всей души хотели бы поздравить Екатерину Борисовну с ее днем рождения. Мы желаем вам счастья, здоровья, успехов в ваших творчестве, счастья, радости вам и вашим близким. Город женщин поздравляет вас с днем рождения.
Ну и сейчас самое время перейти к нашей следующей рубрике. Это английский язык с Анастасией Кондаковой. Настенька, чему же ты научишь нас и телезрителей сегодня? Итак, сегодня для вас я подготовила лайфхаки для изучения английского языка. Вот вы можете жалеть о том, что когда-то зубрили физику, химию, но о том, что учили английский язык, вряд ли когда-либо пожалеете. И сегодня я подготовила для вас такие стикеры. И как именно ими пользоваться, что надо ими делать, вы узнаете через какое-то время, да? Ну вообще, а в чем заключается эта техника? Что мы будем делать? Ну, это очень нестандартное запоминание слов, то есть мы как бы человеческое внимание, оно расположено к тому, чтобы цепляться за какие-то визуальные картинки, да, и вот эта техника, она поможет нам лучше запомнить слова намного. Это игра какая-то. Да, в форме игры, да, в таком живой обстановке, можно сказать, не на уроках. Ну, вот эту самую живую обстановку мы почувствуем сразу после рекламной паузы в этой студии. Мы попробуем запомнить английские слова. Итак, добрый день, дорогие телезрители. Мы продолжаем с вами просмотр программы «Город женщин», и мы продолжаем учить английский. Итак, в руках я для вас приготовила вот такие стикеры. Эти стикеры нам помогут запомнить слова. Дело в том, что, как я уже сказала, внимание человека цепляется за какие-то визуальные картинки, да? А если к этим картинкам еще написать название на английском языке, то это будет вдвойне очень полезно. Допустим, вот у нас стоит стол, да? Стол, мы его вот так вот называем, мы можем сказать, что... Так, ой-ой-ой. Всем видно, так? Так, table. То есть каждый раз, когда вы проходите мимо стола, вы понимаете, что стол по-английски это table. Да, допустим. Мне кажется, это здорово, вместе всей семьей можно обучать. Да? Значит, да. Папа прошел мимо стола, запомнил, что это тейбл. Мама прошла, тоже поняла, что это тейбл. Ну и, конечно, ребенок, да даже маленькие малыши будут пробегать, видеть этот стикер и вспоминать, что это тейбл. Даже если не поймет, топ-тейбл. Так, следующее слово, это у нас cup. Да, смотрите, как будто, вы знаете, мы еще вспоминаем, что у нас есть метод ассоциаций. Кап, похоже, как будто водичка капает. Кап-кап. Да? И мы запоминаем слово, что водичка капает у нас в чашку, кап-кап, а чашка по-английски кап. Так, следующее. Замечательно, А здесь у нас запоминаем. есть Мы же потом в студии фонарь. Фонарь по-английски lantern. Lantern. Так, следующее у нас еще есть также ваза. Ваза. Вот таким вот образом у нас прямо студия получается, ну, превращается в такое некое лежбище всяких разных стикеров. Очень много будет. Так, наклеиваем sofa. Софа, диван. Teapot. Чайник. То есть от слова tea это у нас чай, похоже даже на русское слово. И pot означает горшочек. Pot. Teapot. Так, дальше, через неделю, после того, как вы запомнили вот эти слова, вы к ним... Так, здесь у меня есть... Допустим, Маша вот у нас работает на швейной машинке, она каждый раз, когда работает на ней, да, она видит, что по-английски швейная машинка будет sewing machine. Но через неделю, после того, как она запомнила, мы наклеиваем на нее прилагательное. Все не так просто, да, потом клеим прилагательное. Допустим, швейная машинка у нас, она быстрая, даже fast. А еще через неделю мы на нее наклеиваем глагол sew. Sew это значит шить. То есть итого у нас даже уже, можем сказать, через недельку, через 2 недели можем уже целое Машинка предложение. быстро шьет. Да, машинка быстро шьет, уже можно такое вот. Допустим, sofa, ну или, скорее всего, это к вазе относится. Ваза у нас, она красивая, да? Мы наклеиваем beautiful. Beautiful. И таким вот образом вы легко и просто, непринужденно изучаете английский язык. Это очень действенный метод. Так, и второй лайфхак – это чем, скажи, пожалуйста, Даша, мы пользуемся чаще всего? Прям, ну, я знаю даже некоторых людей, которые каждую минуту им пользуются. Что Телефоном. это? Отгадай.
Правильно? Просили Дашу, но, видимо, каждую Ага, минуту прости, я тоже пользуется Даша, я Маша. сегодня тоже Даша. Да, это телефон. Маша каждую минуту, видимо, в телефоне, и поэтому она сообразила быстрее, чем я, да? Итак, Отлично. И это будет немножко неудобно, я знаю. Это непривычно, но надо будет ваш телефон перевести на английский язык. О, боже. Да, то есть, надеюсь, вы все знаете, как его переводить. То есть вы заходите в настройки, Меняем язык. да, и меняйте язык своего телефона. Допустим, вот у меня уже стоит все на английском языке, по-английски. И все привычные фразы, Да. как сообщение, звонок, записная более того, книжка, Даша, контакты, более да? того, вы меняете не только свой телефон, а меняете все соцсети. Это ваш Твиттер, Фейсбук, Инстаграм. Все должно стоять на английском языке. Первые недели, 2, это очень неудобно. Это Но будет потом ад, я думаю. вы будет так обогащаете свой словарный запас, что уже сразу сходу понимаете, что там написано по-английски. Это очень хороший лайфхак и проверено прям, проверено на мне. И, ну что, спасибо большое, Настя, присаживайся к нам. Я думаю, дорогие телезрители, сегодня кто-то, допустим, из вас, наверное, попробует методику, да, Анастасия Кондакова, и, возможно, кому-то из вас, да, ну, это принесет реальную пользу в изучении английского языка. Ну, а мы сегодня, девочки, говорим с вами про преображение, про изменения жизни женщины, да и не только жизни женщины. И у нас в это воскресенье прошел очень интересный проект преображения в городе Якутске, где участвовали очень интересные и красивые женщины. Назывался этот проект «Мамули красотули». И сегодня в нашей студии ее непосредственные участницы. Мы приглашаем в студию Акимову Екатерину и Торговкину Елену. Добро пожаловать в город женщин. Вот они, Вау! красавицы, мамули Вау! красотули. Присаживайтесь, пожалуйста, Красавицы. к нам. Ну и, конечно, давайте расскажите нам, что же это такой интересный конкурс, кто проводил его и вообще что за идея такая «Мамули красотули». Да, это не конкурс, если правильно сказать, проект преображения. Да, этот замечательный проект, вот идея его пришла в середине октября. Организатором является Лига женщин города Якутска. Вот, собственно, они предложили округам, есть в городе Якутске округа, все, наверное, знают, и в каждом округе есть женсовет, то есть активные женщины, которые занимаются какими-то благотворительными вещами, помощью в округе и так далее. И Лига женщин предложила этим женщинам поучаствовать, принять участие в проекте. То есть давайте тогда озвучим, представителем какого округа являетесь вы? Я являюсь представителем Губинского округа. Угу. А Елена? Тулагина Княгинского населения. Тулагино. Как издалека, да? Даже оттуда приехали поучаствовать в таком конкурсе. Ну и основные этапы, чем вы там занимались? У нас есть фотоархив, да? Сколько участниц-то было? Ведь не только вас двое. И чем же вы там занимались? Что за такой проект? Участниц у нас было 7. В каждом округе выбирали участниц. Ну, в моем округе мне просто повезло, я просто первая вызвалась, сказала, я буду участвовать. Занимались мы много чем интересным. У нас были психологические тренинги, ораторское мастерство. Мы учили танцы, танец сальса. Учились ходить по подиуму. Ну, много чего интересного. То есть было у вас много, да? Я знаю, что у вас были курсы кройки и шитья, макияжа, да? То есть вы прям раскрывали свои таланты в разных направлениях. Да, были очень много профессионалов, которые знали свое дело от А до Я, и они нас научили очень многому. А Мы- какой мастер-класс вам больше всего запомнился? Да, мне больше всего понравилось принять участие в этом тренинг по Психологический психологии, тренинг, где раскрывают твои возможности, которые ты можешь использовать дальше для того, чтобы идти вперед, чтобы добиться своей цели, уметь ставить задачи. И я думаю, что в последующем у меня все получится. То есть работа психологом на вас оставила такое яркое Да, впечатление, да, да? да. А у Екатерины какой вот мастер-класс понравился больше всего? У меня нет такого, что больше всего, потому что, в принципе, я всегда была активным человеком, да, но тут были такие очень разносторонние у нас семинары и вообще вот танцы, да, потому что это очень важно каждой женщине вот именно разносторонне развиваться. Поэтому мне понравилось все. Ну, я думаю, телезрителям будет интересно вот проект преображения. Какими вы были до и какими вы стали после, да?
И давайте посмотрим на фотографию, да, Екатерины. Акимова Екатерина, какими были до и какими вы стали после, да? Вот такая у нас была, да, Екатерина до. Вот ваша семья. Часть моей семьи. Часть вашей семьи. Да. Ну, расскажите, пожалуйста, немножечко, пару слов о своей семье. У меня замечательный муж и замечательные дочери, у меня их 6. Да. И все девочки. И все девочки. Ну, это замечательно, потому что вообще дети это здорово, это радость, да, и ради них стоит жить. Естественно, все, что мы не делаем, взрослые, родители, мамы, это все делаем ради своих детей. И я хотела в первую очередь показать своим дочерям пример, что любая мама, какая бы она ни была загруженная в семье, на работе, что она должна оставаться всегда красивой, всегда должна следить за собой. Это И была мне такая кажется, моя у вас цель. это получилось здорово, да? Мама 6 детей, да? А сколько лет самому старшей дочери, сколько лет самой младшей? Самой старшей дочери 23 года, у меня есть уже внучка, которая 3 месяца. Я бабушка. Шок за шоком. А самой младшей 4,5 месяца. Ничего себе! 4,5 месяца, ну вы просто 3,5 молодец. месяца. Финал работы, да, проекта преображения. Вот Екатерина преобразилась у нас вот так. И обратите внимание, дорогие телезрители, это и бабушка, и мать 6 детей, и еще и активная, да, женщина, да, с такой позицией. Здорово. Но мне кажется, это просто пример для подражания. Браво. Ну и теперь Торговкина Елене переходим. Елена, а вы расскажите про себя, про свою жизнь, про свою семью. Так, у нас в нашей семье скоро исполнится 10 лет совместной жизни. У нас 3 прекрасных, смышленых мальчиков. У вас мальчики, Да, у меня наоборот. Вам надо сыновья. Еще осталось 3. Да. Но мы, конечно, вдвоем с мужем мечтаем, очень сильно мечтаем и желаем, чтобы в нашей семье появилась маленькая прекрасная дочка. Дочка, да? Да. А И кем работаете, если не секрет? Я работаю в детском саду номер 72 Кенчаре, воспитателем. Занимаюсь с детьми дошкольного возраста, учим детей всему то, что нужно, умениям, навыкам, что мы знаем, передаем нашим воспитанникам. И вот, вот в качестве, да, примера, да, Екатерину, она сама вызвалась участвовать в этом проекте, а вас, я знаю, немножечко у вас другая, да, ситуация, вас направили, да, туда? Да, то в есть? моем случае Посланник. женсовет нашего наслега, председатель наш Наталья, предложила мне однажды принять участие в данном проекте, и недолго думая, я подумала, а почему бы и нет? И я вот наши сейчас телезрители сейчас совершенно могут не посмотреть, да, жалею об этом. в проекте, как вы изменились, да, какими были до и после. Но мне кажется, просто чудеса, да. И этот проект того стоил, да, чтобы вот что изменило вас и насколько важно принимать участие вот в таких именно проектах? Ну, я бы хотела пожелать всем мамочкам, многодетным мамочкам, женщинам, чтобы они не боялись разных конкурсов, проектов, чтобы принимали везде участие, были активны, позитивны. И все это, когда все на себя ощущаешь, появляется вот такой жизненный тонус, позитив, узнаешь много очень нового, знакомишься с многими людьми, и все это отражается на твоей жизни. Когда женщина счастлива, особенно мамочка многодетная, вот в семье появляется вот, такая радость, все свои эмоции отдаешь своим детям, мужу, все свои энергии. Вот как зарядились девушки, да, на проекте преображения «Мамули красотури». А Екатерина? Ну, мне проект дал очень многое. Во-первых, это был определенный толчок к тому, чтобы заняться собой. Потому что я за этот месяц похудела на 9 килограмм. С ума Ничего сойти! себе! Да. Вы продолжаете нас шокировать, да? Шокирующие женщины в нашем эфире. Да, и это не предел, и я просто вижу, как говорится, нет пределов совершенству, да. Я занялась правильным питанием, занялась спортом, и, соответственно, вот это привело к таким результатам. Замечательно. Ну, правда, как сказала Мария Куницкая, у нас просто сегодня девушки шок в этой студии. И мы продолжим сразу после короткой рекламной паузы. Ну что, мы продолжаем наш интереснейший эфир сегодня. И сегодня мы говорим про преображение и изменения в
стиле женщины, в образе женщины. И у нас сегодня в студии потрясающие девушки, участницы проекта преображения «Мамули красотули». Это Акимова Екатерина и Торговкина Елена. И до ухода на рекламу мы познакомились с этими прекрасными конкурсантками, и мы были шокированы, да, новостью такой, что Некоторыми да, новостями, Екатерина является мамочкой 6 детей, старшему 23 года, а младшей всего 4,5 месяца. И вот, продолжая разговор с Екатериной, Настя хотела задать вопрос, да, Настя? Да, вот я знаю, что в России есть такой распространенный стереотип, что если пока ребенку год не исполнится, маме надо сидеть дома, вот прям погрузиться полностью в ребенка, в дом там, и так далее. Вот как вы смогли совместить участие в конкурсе, то есть активный образ жизни, да, вместе вот с малышом, с грудничком? Как вы это смогли? Ну, это действительно стереотип, и я думаю, что только молодые мамы, которых там первый, второй ребенок, может быть, сидят до года с ребенком дома. А когда их 6, как бы это уже уходит на второй план. Понятное дело, что я уделяю ребенку время, да, когда оно у меня есть. У меня 3 работы, и я везде успеваю только потому, что я не трачу время ни на что лишнее. Я, знаете, хочу добавить, есть такой еврейский анекдот, вам только козы не хватает. Да, я знаю этот анекдот, да. Обожаю этот анекдот, вот там реально козы не хватает. Хороший анекдот, правда. У вас 3 работы? Да. 3 работы, и вообще я по образованию директор по персоналу, поэтому это мое любимое занятие. Я помогаю компаниям персоналом заниматься. Вот. Ну, это одна из моих. И ваш главный совет – это не заниматься ничем лишним. Да. Лишнее что? На мой взгляд, лишнее – это общение в WhatsApp, сидеть в Инстаграме, вот эти вот всевозможные соцсети. Много интересного в настоящей жизни. Зачем уходить туда, в виртуальную реальность, настолько, что потом ничего не успеваешь. Замечательно, да? Но а у Елены 3 маленьких сыночка, да? И чем вы занимаетесь, вот помимо работы, домашних хлопот и забот? У вас вот как, откуда вы черпаете вот эту энергию, У меня любовь к есть жизни? свои увлечения, печь торты на заказ. Так вы Да. сладкоежка, Да. значит, да? Я уже занимаюсь этим 2-й год. Мгм. И также я изготавливаю национальные украшения из бисера. То есть вы более такой творческий Да, человек, да? И мне это очень нравится, хотя это все занимает очень много времени, трудоемкая работа, но, как сказать-то? А у Мне меня, это очень да, вот следующий вопрос вдохновляет, тогда, да? интересно. С девочками-то все понятно, да? Девочки-то они возле мамочки, берут пример, мама участвует в проекте преображения, они и с этого берут пример. А у вас мальчики. Вот как же мамочка справляется с воспитанием мальчиков? Как вы пытаетесь вырастить вот именно взрослого, настоящего мужчину? Воспитание мужчин, прежде всего, отец, он у нас как глава семьи, большую роль играет он, помогает. Папа, да? Да, папа. Своим личным примером. Да, То есть, а вы мама. да, я более там Домашний уют, очаг, уют. тепло, готовка, это все на мне. А то, что касается воспитания мужчин, защитников, добытчиков, это все относится к нашему папе. Замечательно. Ну что, планируете ли вы участие в подобных конкурсах еще? Вот понравилось или все-таки устали и вас это было немножко затрудняло? Или это все только позитив и положительные эмоции? Очень интересно. Очень. Я бы всем женщинам бы это порекомендовала. Я совершенно не жалею. Хотя это нужно совмещать с работой, с семьей, другими занятиями. Это очень увлекательно, это интересно, это опыт прежде всего. Ну, я могу сказать, что, конечно, я хочу принимать участие в таких конкурсах и прям везде, где можно, я везде прям участвую. Да? Это обязательно. Даже сейчас у нас проект закончился, и мне как-то даже как будто чуть не хватает. Потому что настолько было спланировано время под эти все семинары, что сейчас раз все это прекратилось, и думаю, так, надо это чем-то срочно заполнить. Заполнить, да? Да. И, конечно же, это учит планировать, потому что, ладно, я просто как бы восхищаюсь участницами другими, да, девочками, потому что я-то человек, который относительно свободен, я не наемный работник, я работаю на себя, а девочки работают в садике, да, кто-то там в медицинских учреждениях, и живут еще так далеко, Маган, да, Логина. Когда они все успевали, вообще для меня тоже это было Хотя просто бы даже удивительно. доехать, да, на эти Доехать тренинги? хотя бы, да, это же только столько времени на дорогу.
Поэтому, конечно, я буду участвовать. И всем девушкам, женщинам тоже желаю обязательно участвовать во всех конкурсах. Везде, где только можно, где вас приглашают, обязательно везде участвовать. Не бойтесь, Это здорово, да? не Ну, бойтесь. спасибо, дорогие наши гости. Ну, на вас, глядя на вас, ну, можно точно с уверенностью сказать, что это были настоящие мамули-красотули. Спасибо вам большое, что посетили город женщин. Ну, а сейчас, дорогие телезрители, мы переходим к нашей постоянной рубрике «Не глянец». Внимание на экран. Спонсор рубрики – торговая сеть «Книжный маркет». Перед нами чудесная серия «Куриный бульон». Почему куриный бульон? Все мы знаем, что в детстве, когда мы болели, самым целебным и самым целительным считался бабушкин куриный бульон. Сегодня питание и забота нужны не только нашему телу, но и нашей душе. Обратите внимание, маленькие реальные истории из этой серии, они укрепляют дух, они помогают верить в чудо, они действительно дают мечтам наши новые крылья. Отчего люди не летают? Каждый здесь найдет секрет своего большого счастья. Счастье любить, счастье верить и счастье помогать. Действительно, это лекарство для души именно городскому жителю. Но не только городскому. Мы здесь увидим еще одну серию. Увлекательная серия – это, конечно же, история о любви. Вместо мыльных, вместо тех сериалов, когда он сперва любит или она, или наоборот, зеркальная история, мы видим здесь истории, которые разнообразны. Великое искусство – любить и быть любимым. Обратите внимание, в этой книге вы найдете всевозможные формулы счастливых отношений. Он и она. Что такое любовь? Это волшебная страна, где женщина с Венеры, а мужчина с Марса. Мы видим, как можно разнообразить отношения, как можно обогатить отношения. Перед вами остроумная книга. Тесты, созданные на основе самой популярной в мире книги по отношениям мужчины с Марса, женщины с Венеры. Вот она переведена на более 60 языков, и здесь в очень такой игровой, легкой форме усваиваются все самые важные правила отношений. Долговечность, измены, как к ним относиться правильно. Посмотрите, какие волшебные, восхитительные, блестящие картины можно самим смастерить и подарить. Содержание, как вы видите, все прилагается, все пронумеровано, и наша задача просто открыть и здесь, в зависимости от номеров, приклеить. Вы можете сами выбрать и форму, и размер. Вы можете выбрать само содержание картины. Конечно же, посмотрите, какой восхитительный подарок. Усидчивость, моторика, все это будет системно в комплексе развиваться не только у вас, но и у ваших знакомых. Вот еще одна из таких ярких красок. Не надо долго ломать голову. Дополнить ваш авторский интерьер квартиры, авторский интерьер в доме может такая стильная картина, деланная своими руками. Так же, как и роскошный подарок нашим близким и друзьям. Да, лучший подарок книга, конечно. Но вот я, поскольку начинали мы с сумочки, закончим тоже ей. Ну вот, японский узелок готов, он достаточно простой. Одна лямка короче, другая длиннее. Я еще вот немножечко тут украсила, повесила всякие хохоряшки. И таким вот простым способом завязывает. И вы вот так вот носите на ее руке. Красиво. Вот она, фишка японского узелка. Вот так вот. Это клатч такой очень популярный. Вроде вот из кожи, из шелка, из хлопка. Ну вот, пожалуйста, это очень удобно. Туда еще двусторонний, расческа, по-моему, духи. Все, что нужно. И, пожалуйста, на вечер. И очень компактный. Ну и потом он двусторонний у нас. Вот такой вот. Все. Замечательное изобретение от нашей любимой Марии Куницкой. Ну что, девочки, давайте подведем итог нашего эфира. Настя,
Так, ну, я бы хотела сказать, что, пожалуйста, приклейте везде дома у себя вот такие вот напоминалочки. Это заодно будет мотивировать вас на изучение английского языка, всегда будет перед глазами. А если вы знаете, допустим, если вы знаете эти слова, да, то можно здесь написать более такие продвинутые слова, Сложные да, какие-то, сложные, и наклеить их не на предметы, а там, где вы чаще всего бываете, допустим, в ванной, на кухне, да, и вы... Холодильник. На холодильник можно повесить. На продукты в холодильнике, Да-да-да. да? Ну, мне кажется, это будет и забавное времяпрепровождение вечером Да. для всей семьи, да? Тем самым Переводим еще телефон. Да, надо обязательно попробуйте перевести телефон. перевести свои сотовые телефоны на английский язык. Возможно, это и вам поможет. Ну, а я, в свою очередь, посмотрев на наших замечательных героинь сегодня, хотела бы напомнить о том, что, дорогие девушки, не забывайте о своей грамотной речи, совершенствуйте ее, изучайте новые слова, да, изучайте языки, старайтесь говорить и преподносить свои мысли правильно, да. И, конечно же, посмотрев на наших героинь с конкурса «Мамули красотули», будьте активны, принимайте все-таки в жизни такие хорошие, да, решительные поступки, участвуйте в конкурсах, преображайтесь, меняйтесь, Не бойтесь. бояться, как я говорю, терпение, усердие и желание. И тогда, дорогие, мы будем всегда красивые, успешные, и нас будут любить наши мужчины и наши дети. Ну а на этом время нашего эфира подходит к концу. До новых встреч, увидимся. Всего доброго.